Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеевна. Сегодня в нашей передаче мы говорим об обморожениях у детей. Трудно переоценить позитивное влияние свежего воздуха и физической активности на детское здоровье. Зимняя пора – это радость игр на свежем воздухе, а также нетерпеливое ожидание новогодних праздников. Но не стоит забывать и об опасностях холодного времени года. Низкая температура воздуха и сильный ветер могут стать причиной простуд и обморожений вашего ребенка. Зачастую ребенок, находясь на улице в зимний период времени, может не замечать первых тревожных признаков обморожения. Обморожение происходит под воздействием низких температур, а его результатом может стать повреждение частей тела или даже их омертвение. Достаточной для обморожения может стать температура ниже минус 10, минус 20 градусов. При этой температуре происходят сосудистые изменения, спазмируются мелкие кровеносные сосуды. При температуре ниже минус 30 градусов уже гибнут клетки. Ниже минус 34 происходит общее охлаждение организма. Это условия для обморожения, характерные для зимнего периода. Но даже весной или осенью, при температуре окружающей среды выше 0 градусов, можно получить обморожение кожи. При этом причинами обморожения будут сильный ветер, высокая влажность и длительное пребывание на улице. Обморожение у детей далеко не редкость. Помните, что у малышей организм еще не приучен регулировать теплообмен, поэтому маленькие дети наиболее склонны к обморожению. Младенцы даже при 0 градусов могут получить обморожение. Дети постарше тоже могут сильно замерзать, без движения, посидев на улице продолжительное время. Не стоит забывать и о том, что промокшая одежда – это дополнительный фактор обморожения. Дети могут пропотеть от лишней одежды или игры в снежки и других подвижных игр. Самые доступные для мороза участки на теле ребенка – это щеки, подбородок, пальцы рук, нос и уши. В развитии обморожения у детей выделяют следующие периоды. Первый период – это скрытый период. Он происходит на улице при воздействии низкой температуры. Кожа в месте поражения становится очень бледной. В этот период определить степень обморожения невозможно. Его опасность заключается в том, что чем дольше длится скрытый период, тем больше поражаются ткани. Следующий период реактивный. Он начинается с момента согревания тканей. У ребенка появляется боль в поврежденных тканях. Кожа из бледной приобретает красный или цианотичный, то есть синюшный оттенок. Наблюдается отек тканей, нарушается чувствительность. И в этот период уже можно определить степень обморожения. Обморожение подразделяют на 4 степени. При первой степени наблюдается гиперемия или покраснение, отечность, синюшность, шелушение кожи. Через 3-7 дней обморожение такой степени проходит самостоятельно. При второй степени на фоне гиперемии кожи появляются волдыри с прозрачным содержимым, наблюдается отечность поврежденной ткани. Третья степень характеризуется появлением некроза на уровне подкожной клетчатки, то есть некроз неглубокий. Содержимое пузырей приобретает геморрагический, то есть кровянистый характер. При четвертой степени наблюдается некроз всех тканей вплоть до кости. Через 2-3 недели после обморожения возможно появление четкой границы между здоровой и обмороженной тканью. Это линия демаркации. Линия демаркации указывает на возможность проведения ампутации на уровне различных участков конечности. Скажите, пожалуйста, а что вы будете делать, если обнаружите у своего ребенка обморожение зимой? Скоро вызовем в первую очередь. Скоро. А вы знаете какие-либо приемы первой помощи? Растирание. Растирание? Да. А еще что-нибудь? Ну, согревающие мази есть. Согревающие мази. Ну, самое главное, вы сразу же позвоните в скорую. Ну, конечно. Скажите, пожалуйста, когда вы гуляете с ребенком и вдруг обнаружили то, что у вашего ребенка обморожение, то вот обморожены щечки или ручки, вот что вы, какую ему первую помощь вообще окажется? Первую помощь? Я постараюсь, конечно, быстрее домой пойти. А что-нибудь еще, вот? Ну, я знаю, что разогревать нельзя, если обморожение. Комнатной температуре, наверное, как-то сама согреется. Какие-нибудь натирания, какие-нибудь мази? Обморожение я даже не знаю. Скажите, пожалуйста, что вы сделаете, если вдруг видите у вашего ребенка обморожение? Ну, в первую очередь растирание, наверное, сразу растирание делать надо. А еще что-нибудь? Ну, если на улице, то это, да, растирание больше всего. И все, да? Спасибо. Немножко подуть можно так и растирание делать. Скажите, пожалуйста, вот когда вы будете гулять на улице и вдруг вы обнаружите у своего ребенка обморожение, вот обморожение щечки или вот пальчики рук, вот что вы будете делать в первую очередь? Попытаюсь согреть. Как руками растирать. А еще что-нибудь? Масло мазать не буду. Что еще, не знаю.
А вы попробуйте сразу пойти в теплое помещение. Чтобы... Да, конечно. Пойти в теплое помещение, согреться. Ручки, ножки, щечки. В результате опроса мы выяснили то, что мало кто знает, что такое обморожение и как оказывать первую помощь ребенку. Именно поэтому мы расскажем вам, как правильно оказать первую помощь. Что делать при обморожении у ребенка? При любых обстоятельствах обмороженному ребенку должна быть оказана первая помощь. После чего, в зависимости от степени холодового поражения, необходимо вызвать врача на дом, бригаду скорой помощи, либо же оперативно доставить маленького пациента в больницу. При обморожении необходимо как можно быстрее прекратить воздействие холода на организм, доставить ребенка с обмороженным участком кожи в теплое помещение. В помещении нужно осторожно снять с ребенка холодную одежду, переодеть ребенка в сухую и теплую одежду, включая нижнее белье, создать ему постельный режим. Обмороженного ребенка нужно поместить под теплое плотное одеяло. Согревать обмороженные конечности при первой степени обморожения можно в ванночках. Вода в них должна постепенно меняться от плюс 20 до плюс 37. Вода не должна быть горячей. При обморожении конечности нужно обеспечить ее неподвижность. Если произошло обморожение ног, нужно нести ребенка на руках, а не заставлять бежать или стучать ножками для согревания. В первую очередь от обморожения страдают пальцы рук и кисти. При этом не разрешайте ребенку активно тереть ладонями или другими частями рук друг об друга. Это может повредить кожные покровы и вызвать вторичную бактериальную инфекцию. Если обморожены нос или уши, их можно аккуратно и нежно помассировать кончиками пальцев для восстановления кровоснабжения. В случае второй или третьей степени поражения искусственное согревание запрещено. Также не рекомендуется давать еду и питье, поскольку зачастую ребенок чувствует себя очень плохо, его клонит в сон, возможно кратковременные нарушения сознания. При четвертой степени поражения ребенок должен быть с улицы немедленно доставлен в ближайший к месту происшествия стационар для проведения интенсивной терапии по жизненным показаниям. Помните, что с момента согревания тканей появляется боль, поэтому постарайтесь успокоить малыша. Объясните ему происходящее, будьте ласковы. Ребенку и так плохо. На поврежденный участок кожи наложите сухую термоизолирующую повязку. Бинт, затем слой ваты, затем опять бинт, чтобы вата не съехала. Сверху положите клеенку, и при этом каждый слой должен быть больше предыдущего, и сверху зафиксируйте шерстяной тканью. При легких формах обморожения щек рекомендуется легкий согревающий массаж пораженных участков, но предварительно нужно завести ребенка в теплое помещение. Рекомендуется проводить общее согревание пациента. Это теплое питье, теплая одежда. Среди самых частых именно детских обморожений – это железное обморожение. Дети любят проверять, прилипает ли язык к ручке двери. В этом случае нужно полить теплой, но не горячей водой на прилипший к железу язык. Если есть рана, нужно обратиться к врачу. Чего ни в коем случае нельзя делать при обморожении. Нельзя растирать обмороженную поверхность снегом. Снег вызывает повреждение капилляров кожи, что в дальнейшем ухудшит восстановительные процессы обмороженного участка кожи. И также нельзя применять теплую ткань для растирания ввиду нежности кожных покровов ребенка. Нельзя использовать быстрое согревание, то есть прикладывать к обмороженным участкам грелки, подносить ребенка близко к огню или камину, согревать ребенка в горячей воде. Нельзя втирать в поврежденную кожу масла, жир, спирт. Все эти методы при второй, третьей, четвертой степенях обморожения сильно усугубляют течение обморожения. А поскольку сразу определить степень обморожения невозможно, воздержитесь от подобных методов до приезда бригады скорой помощи. Нельзя самостоятельно назначать лекарственные средства. Схему лечения при обморожении должен прописывать только лечащий врач. Единственные препараты, которые можно применять, это обезболивающие по типу парацетамола или ибупрофена для снятия умеренной боли. Дети – это особая категория населения с повышенным риском развития осложнений. При оказании первой помощи вашему ребенку сразу вызывайте скорую помощь, так как только врач сможет верно определить степень обморожения и скорректировать дальнейшие мероприятия. При второй, третьей и четвертой степенях обморожения ребенка забирают в больницу, так что будьте к этому готовы. Для того, чтобы избежать обморожений, достаточно соблюдать несколько простых правил. Не выходите гулять с ребенком зимой на улицу при сильном ветре и высокой влажности надолго. Одевайте ребенка в много слоев одежды. Чем больше слоев, тем лучше сохраняется тепло. Используйте одежду из натуральных материалов, а также одежду, созданную при помощи специальных технологий. Это мембранные ткани, ткани с теплосберегающим эффектом. Берите с собой на улицу запасной комплект варежек, причем лучше всего их хранить у себя за пазухой, чтобы они были теплые, если понадобится поменять варежки ребенку. Правильно подбирайте обувь для ребенка. Подошва должна быть толстой. Тепло
Также помогут сохранить вязаные носки из натуральной шерсти. Двигайтесь! На морозе нельзя оставаться неподвижными. Ни в коем случае не стоит вести ребенка в мороз на санках. Лучше, если он пойдет рядом с вами. Так он гораздо меньше замерзнет. Если ребенок еще так мал, что не может идти самостоятельно, застелите санки одеялом, а ребенка заверните в пуховую шаль поверх всей его одежды. Это поможет дольше сохранить тепло. После того, как вы пробыли некоторое время на морозе, обязательно зайдите в тепло. Это может быть магазин по пути вашего следования, или подъезд, или подземный крытый переход. После того, как вы оказались дома, напоите ребенка теплым чаем. Хорошей вам погоды, дорогие мамы и папы! Наша передача подошла к концу. Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть год грядущий принесет благополучие в каждый дом, в каждую семью. До свидания, берегите себя и своих близких.